Сейчас можно вот так посчитать, где реально все на куклах. О, представляете, мы с Кончаловским фильм снимаем. Дай бог, там что-то оторвется или что-то сломается. Мне папа рассказывает, ты, говорит, всегда плакал. Я не хочу быть как папа. Яратылы болсын, һәрбір атқан яңа таңығыз. Меня вообще называли маленький татарчонок. Конечно, мы устаем, мы же тоже люди. Тем более, если ширмовой спектакль у тебя длится там, ну, допустим, ну, час 10, да? Час 10, 15 минут антракт. Ввиду того, что я человек, который изначально играет только главные роли, это значит, что я почти от начала до конца в этих спектаклях. То есть с куклой в руках. Ну, наверное, это все-таки все равно навык. Наверное, это все приходит с опытом. Потому что, когда я пришел в театр, мне было 14 лет, у меня рост был очень маленький, я не доставал до ширмы. Мне делали катурны. Ну, это такие катурны, достаточно высокие, их одеваешь на обувь и играешь. Сейчас у нас актрисы так играют, некоторые, которые не достают до ширмы. И вот, и как бы я, наверное, даже не задумывался. И потом мастер так делал, что если даже потом уже, когда я вырос, вытянулся, можно сказать, это же тоже как бы вытягивался не просто так, а через занятия там мы занимались постоянно. И все равно турник, наверное, помог тоже. Вот это все было в жизни. Потому что какая-то такая-то... ну, в детстве вообще боязнь была. У меня отец маленький, папа мой, ростом маленький. И я всегда даже... Мне папа рассказывает, ты, говорит, всегда плакал. Я не хочу быть как папа. Поэтому, может быть, вот это как-то помогло. И я начал там заниматься на турнике. И вытягивал себя, висел. Да, а на сцене это все навык. Ну, 23 года на сцене, я сейчас об этом не думаю уже. Устаю я, не устаю, надо. Ну, как бы, назад пути уже нет у меня, это точно. Я уже кукольник, все. Ну, бывает, да, бывает. Это бывает. Это бывает, потому что, ну, во-первых, очень много спецэффектов, дыма, свет, это все слепит. И ну, все же мы люди. После спектакля мы все разговаривали. Мы встречались с ним. Он сказал, что он приятно удивлен, что спектакль, хотя и звучит по-другому, но все находится на своих местах. По-моему, он вот такую фразу сказал. Ну, во-первых, если взять психофизику этого человека, мне кажется, он никогда так не делает. Даже когда прям вау-вау. Потому что, ну, по нему видно, что человек всегда такой мыслящий, мудрый. И вряд ли он визжит от восторга, когда что-то видит. Ну, бывают такие люди. И как бы даже про фильм, который они снимают с Кончаловским, он же там тоже не говорил: о, представляете, мы с Кончаловским фильм снимаем, и вот у меня там финалы, 5 финалов разных. Он не так рассказывал, он рассказывал: у нас вот мы фильм снимаем, 5 финалов, и все разные, и мы все еще не знаем, как определяется. Ну, то есть он такой человек. У меня была книга «Авиатор», и я зашел к нему, я говорю: а можно мне, говорю, подписать книгу, пожалуйста, на память, как бы, потому что, ну, сам спектакль такой очень получился не то что сложный, а, наверное, такой трудоемкий. И пришлось много всего накопать и порассуждать вообще в жизни, чтобы прийти к этому спектаклю. И поэтому у меня книга была изначально. Когда только режиссер сказал, что вот такая идея есть, ты как возьмешься? И я сразу пошел, купил эту книгу. И 3 раза его читал, потому что с первого раза я многого не понял. Я терялся, во-первых. Вот. И я к нему зашел, я говорю: а можно подписать? Он сказал, что незамечательный Платонов. Не помню, он какое-то слово подобрал такое, что мне ваш Платонов, что, ну, я не помню, но ему понравился. Спектакль ему понравился, это видно было. Мне кажется, он был в шоке немножко, что вот этот объем и вот эту мысль смогли передать через куклу. И причем через куклу,
у которой нет даже художественно-выразительного маски, как мы говорим. Ну, в теории мы, артисты-кукловоды, всегда голос, речевые характеристики, то есть все вот это перекладываем на маску, которую рисует нам художник. То есть на маску лицо куклы. То есть мы туда все вкладываем. А тут его нет. Это ледяной кусок. Если приглянуться, там есть пару морщинок, конечно, которые через вот этот силиконовую форму там делаю я, куклу. То есть это все, есть там очертания, все вот это. Но оно ничего не дает, потому что зритель его почти не видит. Для зрителя это просто ледяной кусок. Кусок из льда. И поэтому это было очень сложно, и мне кажется, он так даже, может, напрягся, что ли. Вы вот по России можете покататься, там сейчас можно вот так посчитать, где реально все на куклах. А здесь все на куклах. В авиаторе. Абсолютно все. Живого плана нет вообще. Ну, то есть нас видно, но это планшетные куклы. Когда планшетные куклы, артистов видно. Планшетные марионетки там. И поэтому, но мы в живом плане не играем. Мы только кукловоды. Но на сегодняшний день я вам могу открыто сказать, что мы можем играть его в неделю хоть 5 раз. Да, он продастся. Потому что сарафанное радио работает. Из-за этого сарафанного радио даже сделали встречи со мной. Были встречи, творческие вечера сделали. Это же не просто так. Значит, люди слышат, люди видят. Я же не ходил туда, не говорил, устройте мне, пожалуйста, там встречу со зрителем. Они сами на меня вышли, можно, пожалуйста, сделайте нам. А я никогда не отказываю. Но мне самому всегда интересно. Мне интересно общаться с людьми. Мне интересно видеть, кто чем занимается вообще. Поэтому, а там тем более такие, мне кажется, творческие люди собираются, которые не только театром интересуются, а много-много всего я для себя даже открыл. Там ширма, я лежу на ширме, прям наверху, и меня выкатывают с этой ширмой. Я лежу, и меня выкатывают. Мне и так там не особо-то нормальненько вот на такой ерунде лежать с моим ростом и весом. А еще сверху такие колонны огромные спускаются. И все, именно когда я вот здесь проезжаю, колонна застряла, нагнулась, и все штанги-то вот так бум-бум. И я понимаю, что это если сейчас на меня упадет, я даже не успею спрыгнуть. И все, я делаю вид, что ничего не происходит. Как сказать? Как будто вот театр кукол, его вот всю жизнь сдвигали куда-то вот. Чтоб не вылезали, что ли, они. Чтоб не конкурировали с драматическим театром или с любым другим театром. Ну, это, такой вопрос, и как на него ответить? Ну, если адекватно судить про театр кукол, я считаю, что это один из сложных видов искусства, например. И говорить о спектакле Ходжа Насреддин – это обычный, стандартный спектакль с марионетками. Там ничего такого нет, кроме голоса звезд. Я его смотрел. Да, приемов новых там нет. Ну да, хороший спектакль. Но я против таких спектаклей. Не люблю. Я видел много спектаклей, где озвучивают звезды, куклу носят другие. Да нет там жизни. Это состояние люди и прозвали летать, перемещаться, вися в воздухе. Он просто висит и никуда не перемещается. Хозяин, он просто... Это потому что арба слишком тяжелая, и он не может поднять ее. Глупец, это просто товар перевесил его. Я перегрузил арбу так, что этот ишак повис. Было бы хорошо, если бы эти же артисты, замечательные, я их знаю, замечательные артисты, собранные из театра Образцова, из театра Московского открытого театра. Почему они сами не могут озвучить? Они прекрасно бы их озвучили и прекрасно бы сыграли. И жизнь была бы в этом спектакле. А так, это как радиоспектакль. Радиоспектакль, где носят куклы. Да, они хорошо управляют. Я знаю этих артистов, и они все мастера. Но
дыхание, что ли, пульс спектакля теряется под записи. Даже про наш авиатор так говорят. Хотя мы его играем в микрофоны, потому что, ну это я сейчас отойду, просто объясню, почему в микрофонах, потому что у Водолазкина все вообще написано на ощущениях. Именно он все описывает в книге, если вы читали. И вот это, и Ильгиз Газинурович тоже хотел добиться именно, чтобы в спектакле была атмосфера вот этой книги, как в книге все. Когда даже описываю я, например, начинаю, я шепотом это говорю. Там есть моменты, где я просто на шепот перехожу. И есть моменты, где просто дыхание идет. И это тоже ощущение, это тоже дает свой импульс. И поэтому, чтобы спектакль звучал, мы его играем на таких полутонах, но в микрофон. Там нету открытого крика. Там есть в одном моменте, где он начинает немножко с ума сходить. Он переходит на крик, где он видит сон. Но это во сне. А остальное это все на таких полутонах. То есть это все для атмосферы. И здесь, да, под запись, да, звезды. Но мы же понимаем, для чего это сделано. Чтобы продать. Если они его просто будут продавать. Вы видели нашего Аладдина? Придите в воскресенье, я вас приглашаю. Посмотрите нашего Аладдина. Спектакль. Он ничем не хуже. Но мы там все вживую звучим. И вживую поем весь спектакль. И он ничем не хуже этого Насреддина. Но там нет громких имен. Там нет режиссера Бекмамбетова, голоса Хабенского, да? Чолпан Хаматовой или кто там, Боярской, Лиза Боярской. И поэтому этот спектакль и продавали по всей России. Они его просто прокатали везде. Но это опять-таки, понимаете, ну, чем я могу помочь в этой ситуации? Пойти сам распространять билеты? Может быть. Это, наверное, единственное, чем я не занимался вообще в театре за все эти годы. Может быть. Но обвинять кого-то я не могу. Да, плохо ходит. Даже вот такая ситуация была, да, в Новый год. В Новый год мы играем одно и то же. Ну вот я человек, единственный, который играет в двух группах, и в русской, и в татарской. Мы играем один в один. Просто на татарском. То же самое, что на русском. Просто на татарском. И я стою возле вахты, там очередь возле кассы, покупают билеты. И одной маме говорят, женщине, купите на татарский. Вы же татарский знаете. Вы же со мной, говорит, на татарском. Она на татарском разговаривает, стоит. Купите на татарском, это то же самое. Нет, я хочу на русском. Давайте посмотрим, где еще билеты остались. А ей как-то надо там то ли вместе, то ли что. А там... И я не выдержал. Я говорю, а неге сіз татарша спектакльге билет алмайсыз? Почему, я говорю, вы не покупаете на татарский? Ой, yok, не надо. Керекми, говорит, керекми. Балалар аңламыйлар, аны аңлап бетермиләр, керекми. Даже она разговаривает на татарском, стоит, она хочет на русском. Не знаю почему. Я так и не получил как бы ответа на этот вопрос. Но это большая проблема, конечно, это проблема. Проблема же это не в театре, а проблема же это в детских садах, в школах, например, да? Вот я своего ребенка там искал специально, чтобы отдать в татарскую группу. Отдал. И я захожу, и все на русском. Получается, это, ну, фиктивно. Опять-таки, да? Вот проблема где? Если оттуда пойдет эта проблема решаться, что татарская группа, так татарская группа в детских садов. То, что я дома разговариваю с детьми только на татарском, это не помогает. У меня старший сын еще в 4 года, что ли, он пришел и сказал, я больше не буду разговаривать на татарском. Я говорю, а почему? Меня все называют иностранцем. И это же проблема не в театре, это проблема абсолютно, не, я считаю, не в театре, а проблема, мне кажется, на уровне республики там. Я жил всегда в Набережных Челнах, но я вырос в деревне. Я постоянно ездил в деревню. Но это на каникулах. Ну и не только. Почти каждую неделю мы ездили.
Суббота-воскресенье, вот так. Отсюда у вас это природное владение, да, как бы татарский? Или от родителей? Ну нет, ну я же в музыкальном лицее учился тоже на татарском отделении. Татарское отделение театрального искусства. У меня группа была, да, в 7-й музыкальном лицее. Я помимо школы каждый день ходил в 7-й музыкальный лицей. Там было у нас театральное отделение. Это как училище. Там у нас все предметы были. И все почти были на татарском. Ну, кроме хореографии, вокала там и истории театра. А остальное это все было на татарском. Даже сценическая речь, сцен-движение, все было на татарском. Челны достаточно молодой город. И сам город, как город, возник-то, когда начали строить КАМАЗ. И, понимаете, вот даже я сужу по именно своему детству. Мы жили, вот можно сказать, весь дом, огромный дом, там сколько, 13 подъездов, что ли, было, вот наш дом. Эти все люди, которым дали квартиру, которые там на КАМАЗе работают вместе, кто на этом. И мы все вместе ходили в один садик, в одну школу. То есть, и, наверное, поэтому еще все люди, знающие друг друга, они прекрасно разговаривали всей семьей на татарском. Вот мы даже там в гости ходили, например, к этому соседу, к этому, и мы всегда разговаривали на татарском. Мы, наверное, на русском начали вот этот молодежный блатной, вот это вот, ну, челны же, 90-е, вот это все. Это, наверное, уже пошло ближе к старшим классам. Но если у меня уже заложено с детства только татарский, его уже не выбьешь. Я когда пришел в Набережно-Челнинский театр, меня вообще называли маленький татарчонок, потому что у меня был ужасный акцент. Он у меня и сейчас есть, я прекрасно это знаю. Но в начале это был вообще ужасный акцент. И когда я начинал играть там какие-то, первая роль была там «Морской конек», потом я играл в «Петрушке» доктора. Я коновал и доктор, и такой татарчонок играл все это, и все смеялись просто там на репетициях, ухахатывались, как я это все произносил. А это была студенческая работа, там не было выбора роли. Тебе давали, ты сдаешь семестр с этой ролью, все, и сдаешься. А потом, когда мы уже его сыграли достаточно так, его вообще в репертуар взяли. Этот спектакль в репертуаре был, «Петрушка на ярмарке». И поэтому татарский язык, он, ну не знаю, мне кажется, с детства это надо, я же говорю, с детского сада прям. Не только дома. Все же говорят там, дома идет татарша сөйлешергә кирәк. Ну да, я согласен, да. Но это не самая большая проблема, что дома не разговаривают. Они должны своим кругом дети общаться на татарском. И интересный такой факт был. Приехала режиссер из Санкт-Петербурга, Светлана Дорожко. Ставила спектакль «Жырла Курай, уйна Шумбай». Параллельно ставила «Пой Курай, играй Шумбай» с русской группой. Единственный актер, который менялся, был я. Я играл в главной роли. И на татарском, и на русском. Остальные ребята все менялись. Нас там было 5 мужиков, такой мужской спектакль. В пятером там и женские роли играем. То есть такой достаточно интересный спектакль. И вот. И она всегда говорила, как это у тебя получается? Ты на татарском прям звучишь, а на русском как будто, говорит, немножко теряешься или зажимаешься. Мне она вот так сказала. Хотя я играл один в один. Ну, я еще человек, который, как бы, ну, я считаю, что я умею разбирать текст. Как бы, с текстом я работаю. И я не чувствовал разницу, как бы, внутри себя. А она говорила, ты на татарском прям звучишь, прям плаваешь, прям как будто, говорит, наслаждаешься. Она даже говорила, так, русская группа свободна, делюсь. Тумблер переключаем и продолжаем все это на татарском. То есть она прям шутила. Но это было очень тяжело. Все там делали максимум 2 прогона, а у меня их 4-5 было всегда. Потому что все так прогон сделали и свободны. Ну, во-первых, я остался в Казани только из-за татарского.
Потому что когда я как бы написал заявление в Челнах, об этом узнали все. Все, в смысле, вообще в России. И были звонки от других режиссеров российских, и из Москвы, и из Питера, которые приглашали, что приезжай. И, ну, был такой момент, и я подумал, и именно из-за татарского языка я остался здесь. Я когда пришел сюда, меня взяли только в татарскую группу. Меня лично Росстудия Нурн попросила, там нет молодых парней в татарской группе, попробуй, как бы. А мне как бы, ладно, я спокойно. А потом уже, когда я начал на татарском играть, Ильдус Насихович начал, вот эту роль только сыграй на русском. И вот эта роль, вот эти роли пошли. Я один раз попытался, у меня не получилось. Без 41 ел балалары. Бабушки в деревнях с удовольствием смотрят. Я вам точно говорю, даже про свою бабушку. Татарское кино с удовольствием смотрят. И хотя бы ради них, ну, ради тех людей, которым это интересно. Почему да, можно менять, но, во-первых, мне кажется, очень сложно с татарским материалом. Самого материала, мне кажется, мало. Вот даже мы начинаем, я пытаюсь там какой-то проект начать с татарскими спектаклями. Пьес почти нет. И для кино, мне кажется, большая проблема, и для театра большая проблема. Чтобы взять, ничего не меняя, поставить, вот, не влезая в авторские вещи, да, может быть. Но мне кажется, тут больше проблемы, я же говорю, проблема в том, что снимают одни и те же и играют одни и те же. Может быть, в общем попробовать все это поменять. Потому что я не сильно слежу, нет, у нас нет, да, я не сильно слежу как бы за татарскими фильмами, но я все равно вижу, кто снимается. То есть весь театр Кореева, там, Тинчуринский театр, и даже я один раз спросил, а как это? Ой, мы же под них и пишем, как бы. Мне вот такой даже ответ был. Я говорю, а? Да, да. Мы же под этих артистов и пишем. Мы когда пишем сценарный план, там, сценарий, мы сразу видим уже этих артистов. Потому что, ну вот. А когда все одинаково, мне кажется, это все. Нету роста, что ли. Да. Если даже там менять и ошибаться, мне кажется, все равно больше результата дает в поиске. Да. Это слова Ильгиза Газинуровича. Он никогда не боится экспериментировать, и за это я его уважаю. Знаю всех, кто современный режиссер, кто мастер, у которого можно поучиться, да, который уже уходит там, с театрального мира, там, с возрастом и со всем. Потому что разные школы, разные понимания, разные вообще психологии вот это постановок у каждого режиссера. И то, что он приехал и постоянно приглашал, Ильгиз Газинурович, когда пришел к нам, это было здорово. И мы как бы начали так нормально ломаться. Даже тот спектакль, который не пошел, Евгения Ибрагимова «Мистериоза», да, но зато нас так поломали. Это было нечто. Развитие в плане каких-то сценического движения, там, все вот это. Потому что застой, когда застой происходит, он, ну как сказать, да, я считаю, да. Поэтому приглашенные режиссеры и его вот этот метод поиск чего-то нового в каждом спектакле, это дает, мне кажется, результат не того, что там он делает крутые спектакли, а то, что он дает рост коллективу. Не говорю про артистов только, про бутафорский цех, да, которые привыкли там не в обиду бывшим там художникам или каким-то людям, которые работали там,
которые привыкли яркие костюмы шить, с большими носами, там, большими глазами, расписывать, и все на этом. Все. Скамейка, тучка, костерчик. И спектакль. То есть, да, можно. Ну а когда человек ищет фактуру, и в этой фактуре он пытается объяснить зрителю глубину какую-то, это уже работа и бутафорского цеха. Потому что эту фактуру надо найти, и эта фактура должна заиграть за счет света, за счет музыки, за счет всего. Ильмир Низамов, да, по поводу музыки. Это же тоже гений просто. Он попадает в каждую точку, в каждую мизансцену, в каждый акцентик. И он ведет. Он ведет артистов. Вот даже я играю там, уже горжусь тем, что я играю в кучу спектаклей, где написал Ильмир Низамов. Да, есть такая вещь, подбор, да. Вообще все спектакли почти мы начинали на подборе. Мы ему показывали почти готовые спектакли всегда. На подборе. Просто подбор брали приблизительно, там какие-то темы известные. И просто спектакль уже почти разведенный. Он приходил, просто сидел, смотрел. А он для авиатора, вы в подкасте рассказывали, через 3 дня написал? Да. Пришел, А потому что там все вживую. Он прям сам себя записал на фано или на рояле там, и все. Но там нет других инструментов. Это когда вот, когда он писал «Эдемнер», там прям оркестр. Там он прям для оркестра писал. Там полностью оркестр сидит, играет. Даже идея же была на маску с оркестром играть в спектакль. У меня 3 детей, и они все разные. Да, наверное, младший. Младший сын у меня прям, он уже что-то пытается, что-то такое. Нравится ему даже в садике, он ждет утренники, чтобы везде участвовать. Он прям считает, в каких номерах он участвует, сколько он находится уже там. Я вот это там, это спел, сейчас это расскажу, потом это еще сделаю. Он прям приходит, нам на пальцах считает, что он будет делать на этом утреннике. И ему очень интересно здесь именно за ширмой. Он приходит, один спектакль, если оттуда смотрит, если в день 3 спектакля, он не уходит, он остается еще 2 спектакля сзади смотрит, потому что ему очень интересно вот это все строение именно сзади. Идеи так таковой прямо готовой нет, потому что это только мечты пока. Взрослые спектакли ставить. Ну, как первая история была, почему-то я увидел, когда я прочитал Мария Ладо, очень простая история. Я почему-то это увидел в куклах. Вот это вот мне почему-то показалось интересно, забавно всю эту историю перевести вообще полностью на куклу, без живого плана. Такая идея была.